Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Международное сотрудничество, обсуждение отношений, дальнейшие совместные планы. Олег Барциц рассказал о встречах в Москве. Почти 32,5 тысяч тонн мандарин экспортировано в этом сезоне Абхазии. Начинается реконструкция Сухумского морпорта с привлечением местных архитекторов и дизайнеров для создания концепции обновления. В Общественной палате продолжаются встречи с представителями партий и общественных организаций в рамках подготовки к проведению гражданского форума 12 марта. Бадр Гунба назвал кощунством и бессердечием слова Ибрагима Яганова о том, что вертолет, вылетевший из Кварчала 14 декабря 1992 года, мог быть военной целью. Президент подчеркнул, что ладская трагедия – это незаживающая рана в истории народа Абхазии. Считаю, что своими высказываниями Ибрагим Яганов осквернил память невинно убиенных детей, женщин и стариков, ранил душу каждого гражданина Абхазии, сказал президент. Бадр Гунба выразил поддержку родным и близким людей, погибших во время ладской трагедии, добавив, что народ Абхазии сохранит память о жертвах этого варварского преступления. По поручению генерального прокурора начата проверка по факту распространенной в социальной сети Facebook публикации с высказываниями Ибрагима Яганова, оправдывающего действия боевиков Госсовета Грузии, умышленно поразивших над селом Лата вертолет российских ВВС, в результате которого заживо сгорели 85 человек, в том числе 35 детей. По результатам проверки будут приняты меры, предусмотренные законодательством Республики Абхазия. Бадр Гунба встретился с представительницей абхазской диаспоры, специалистом по международным отношениям, доцентом университета Аднана Мендерса Эльчин Адзенба. Президент сказал, что рад видеть Эльчин Адзенба на исторической родине. Он отметил, что только единство народа поможет Абхазии занять достойное место в непростой международной обстановке. В этом деле очень значимо ваше выступление, посвященное правам граждан Абхазии на сессии форума ООН по вопросам меньшинств. Мы признательны вам за то, что вы озвучиваете интересы Абхазии на международных площадках. Выражаю вам благодарность от лица руководства Абхазии, сказал президент. Эльчин Адзенба подчеркнула, что считает своим долгом защиту интересов Родины на международной арене и впредь будет делать все, что в ее силах. Бадр Гунба встретился с руководством и сотрудниками благотворительного фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба. Встреча была посвящена вопросам цифровизации абхазского языка, развитию образовательных программ, внедрению современных технологий и перспективам использования искусственного интеллекта в социально-экономическом развитии республики. По решению главы государства проекты фонда получили прямую финансовую и организационную поддержку, что позволяет перейти от точечных инициатив к системной реализации долгосрочных программ. Также обсуждались вопросы создания колледжа инновационных технологий искусственного интеллекта на базе АГУ и возможность создания совета при президенте Абхазии по вопросам искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Продолжается рабочая поездка в Москву министра иностранных дел Олега Барциц. Одной из главных целей поездки стало обсуждение вопросов 66-го раунда женевских дискуссий, который пройдет в марте этого года. Об итогах состоявшихся встреч Олег Барциц рассказал эксклюзивно нашей программе. Репортаж Гугу Циварданя. Международное сотрудничество, обсуждение двусторонних отношений и дальнейшие совместные планы. В эти дни делегация Министерства иностранных дел во главе с руководителем ведомства Олегом Барциц находится с рабочим визитом в Москве, где проходят важные встречи, в том числе и подготовка к очередному раунду женевских дискуссий.
66-й раунд женевских дискуссий пройдет в марте 2026-го. Традиционно в нем примут участие делегации из Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России, США, представители ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель встреч с 2008 года – подписание соглашения о неприменении силы, безопасность и стабильность в Закавказье. Вчерашняя встреча с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Юрьевичем Галузиным и российской делегацией, а также с государственным советником Южной Осетии Константином Карленовичем Кочаевым и членами делегации Южной Осетии, очередной раз подчеркнула нашу приверженность совместную движению в направлении достижения главного соглашения, то есть юридически обязывающего соглашения о неприменении военной силы. В этом году на женевских дискуссиях будут работать две группы. Первая основная и вторая по вопросам приграничного взаимодействия. В каждой из них по 3 человека. Разумеется, в свете сегодняшних непростых турбулентных процессов, которые в принципе происходят по всему миру, и в частности непростой геостратегической, геополитической ситуации на Южном Кавказе, конечно, взаимодействие в направлении достижения соглашения о неприменении военной силы имеет очень существенное значение. Я думаю, что мешает этому с грузинской стороны, мешает нежелание осознать эти реалии и постоянная эксплуатация вот этих мифических постулатов о территориальной целостности Грузии, о том, что Абхазия оккупирована Российской Федерацией. Это не имеет ничего общего с реалиями, которые уже давным-давно сложились в регионе. Мы отчетливо, настойчиво говорим о том, что Республика Абхазия, так же как и Республика Южная Осетия, развиваются и идут своим суверенным, демократическим, современным путем, конечно, при поддержке, при союзничестве и партнерстве с нашим главным другом и гарантом безопасности Российской Федерации. По мнению Олега Барциц, представителям ООН, ЕС и ОБСЕ, которые принимают участие в женевских дискуссиях, необходимо более подробно разобраться в ситуации. По моему опыту участия в последнем, 65-м раунде, хочу сказать, что все-таки мне кажется, что позиция и те оценки, которые предоставляют на глобальной дискуссии сопредседатели вот этих 3 структур ООН, ОБСЕ и Европейский Союз, все-таки различаются с теми оценками, которые дает делегация Республики Грузия на этих дискуссиях. Грузинская сторона, конечно, значительно более склонна к преувеличению, к искажению объективных фактов. За 2 дня делегация Министерства иностранных дел Абхазии провела ряд важных встреч. Одна из них с чрезвычайным и полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия Хесусом Рафаэлем Саларосом Веласкесом. Особое внимание было уделено недавним событиям в Венесуэле. Для нас очень важным было снова переговорить, что называется, глаза в глаза с нашими венесуэльскими партнерами. И к моему глубокому удовлетворению мы подтвердили взаимную приверженность общей позиции. Мы продолжаем сотрудничество, продолжаем стратегическое партнерство. Боливарианская республика Венесуэла по-прежнему видит в Абхазии партнера, друга и союзника. Поэтому мы, конечно, с удовлетворением констатируем стабилизацию ситуации в Боливарианской республике Венесуэла. В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию Олег Барциц провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Никарагуа в Российской Федерации и по совместительству в Республике Абхазия Альбой Сусеной Торрес Мехия. Переговоры прошли в посольстве Республики Абхазия в Москве и были посвящены углублению двустороннего стратегического партнерства. Мы недавно посещали Республику Никарагуа, участвовали в праздновании очередной годовщины Сандинистской революции на самом высоком уровне. Контакты с руководством и сопрезидент Даниэль Ортега Сааведра и сопрезидент Росарио Мурильо, это и советник президента
Лауриано Ортега Мурильо, которые обеспечили самый высокий уровень контактов и по линии политического взаимодействия, а также и по линии взаимодействия бизнес-сообществ наших двух стран. Также в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию состоялась встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барцыц с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с углублением партнерства между Абхазией и Москвой. Москва является флагманом во многих высокотехнологичных процессах, в новых подходах по организации управления агломерациями, по внедрению новых технологий, в том числе цифровых технологий. Особое место мы уделили такому очень интересному и перспективному направлению, как сотрудничество по линии креативной экономики. Агентство креативных индустрий, которое успешно функционирует при правительстве города Москвы. Опыт этого агентства для нас представляется очень ценным, важным, и мы хотим взять вот эти самые передовые, самые лучшие наработки, используя этот опыт, креативно его преобразовать и внедрить его в Республике Абхазия. Визит делегации Министерства иностранных дел в Российскую Федерацию продолжается. Гугут Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Второй раунд трехсторонних переговоров делегации России, США и Украины начался в Абу-Даби 4 февраля. Они, как ожидается, продлятся 2 дня с 4 по 5 февраля. Встреча проходит в закрытом режиме. Пресс-конференция по ее итогам не запланирована. Российскую делегацию возглавят начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. Также на встречу прибыл спецпосланник американского президента Стив Уитков. Предыдущий раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби прошел 23 и 24 января в закрытом режиме. Стороны охарактеризовали его как конструктивный. Снежинка на вершине айсберга. Так российский МИД прокомментировал новый виток скандала в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна, увлеченного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. Мария Захарова отметила, что была вынуждена делать паузы во время ознакомления с обнародованными документами. Файлы Эпштейна, которые были опубликованы в эти дни в количестве 3,5 миллионов материалов, наглядно это демонстрирует. Теперь мы знаем, как западная элита относится к детям, в том числе к своим детям. Да, в общем-то, им, наверное, теперь уже и без разницы. Что они с ними делают, вы видите сами. Что вы хотите от тех, кто годами, десятилетиями подвергал детей насилию, развращал и буквально делал это на потоке, включая все новых и новых, как жертв этого разврата в виде несовершеннолетних, так и взрослых, мотивируя их соответственными продвижениями по политической карьере. Пресс-секретарь российского МИДа также посоветовала британским СМИ сконцентрироваться на упоминании брата короля Великобритании принца Эндрю в нашумевшем списке Эпштейна. Это произошло после того, как издание Daily Mail опубликовало материал, в котором связывает Эпштейна с российскими спецслужбами и называет его сеть инструментом сбора компромата. И несмотря на всю абсурдность такой гипотезы, в британском парламенте действительно начали всерьез обсуждать эту версию. Польское правительство считает, что, возможно, Эпштейн работал на российскую разведку. Насколько премьер-министр Стармер обеспокоен тем, что бывший посол Мандельсон мог делиться важной информацией не просто с педофилом, но и российским шпионом? Политолог Павел Данилин считает, что Лондон просто пытается любым способом увести внимание от серьезного скандала. Главная задача для британцев в какой-то мере обелить своего принца, попавшегося на постоянных вот этих утехах с малолетками, и представить его не насильником
и педофилом, а жертвой русской спецоперации, скажем так, медовые ловушки и прочее, прочее. Если принц является не инициативным насильником, а просто попался в сети, то очевидно, что его вина не такая уж и серьезная. Да? То есть фактически тем самым дезавуируется тема того, что этот принц моральный извращенец, и снижается, конечно же, снижается уровень неодобрения по отношению к действиям верхушки элиты Запада. То есть получается не то, что элита Запада — это сплошь сатанисты, извращенцы, педофилы и насильники, а просто запутавшиеся, попавшие в сети русских чиновники разного уровня. Это совершенно разные отношения к ситуации, очевидно. И тем более, что мы прекрасно знаем, как англичане умеют это делать. Тема highly likely появилась именно у американцев, то есть у британцев, когда нет, не надо ничего доказывать, просто говорится highly likely, то есть высоковероятно, что это русский. Вот и все. Highly likely, Эпштейн — это русский агент. Точка. Все. На этом дальше доказывать ничего не надо. Highly likely и все. Напомним, 30 января текущего года Минюст США завершила публикацию свыше 3 миллионов страниц документов и почти 200 тысяч материалов из досье американского финансиста Джеффри Эпштейна. В опубликованных документах десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп. Все тот же Павел Данилин уверен, скандал только подтверждает тот факт, что Запад уже давно потерял право учить жизни остальной мир. Статус морального лидера Запад утратил примерно тогда же, когда рухнул Советский Союз. Потому что именно тогда на Западе началось откровенное преследование всех традиционных ценностей, пропаганда сатанизма и прочих мерзостей. Вот эти ЛГБТ, запрещенные в России организация, это же просто вишенка на тортике. А на самом-то деле там много чего было другого. Поэтому, конечно же, Запад не являлся моральным авторитетом и лидером никаким уже довольно-таки давно. Давно не является Запад вообще никаким ориентиром. Но, как говорится в песне, за деньги, да, и за деньги многие готовы закрывать глаза на многое. Вот Абхазия — это хорошая республика, на самом деле, в плане традиционных ценностей. Тут не готовы глаза закрывать на многое. Компромат, который, очевидно, да, является компроматом, не останавливал этих политиков от приезда на остров и от насилия над детьми. Вот вопрос тоже, который нужно задать. Это все очень правильные вопросы, но очевидно, что ответов на эти вопросы мы не найдем, потому что никто не хочет их искать, и это не нужно. Нужно, наоборот, попытаться как-то вывернуться из этой ситуации. Вот. Поэтому реальные вопросы никто не задает, а пытаются все как-то куда-то там спрыгнуть. Это очевидно, да. В структуру Госуправления лесного хозяйства входят 7 лесхозов, 2 заповедника и обнелос. Ежегодно объемы разрешенных к вырубке деревьев составляют 50 тысяч кубометров, но вырубается значительно меньше. Об этом сообщил начальник Госуправления лесного хозяйства Анзора Шхацава вице-премьеру Вараздату Минасян, представляя отчет о работе за прошлый год. За отчетный период лесхозами было вывезено 4,9 тысяч кубометров древесины. Стоимость валовой продукции составила около 56 миллионов рублей. За пределами республики было реализовано 3,7 тысяч кубометров круглого леса, 170 кубометров пиломатериалов. На внутренний рынок поставлено 510 кубометров круглого леса для производства пиломатериалов. План по лесовосстановительным работам, утвержденный Кабмином на текущий год, составляет 24,7 тысяч кубометров. Из них 21,7 тысяч ликвидной древесины.
Основные направления деятельности, проблемы организационного характера и вопросы улучшения материально-технического обеспечения вице-премьер Вараздат Минасян обсудил с руководством Госкомитета по экологии и природопользованию. Говорили о мерах по повышению эффективности контрольных мероприятий, проводимых в частности в сфере рыболовства, охоты и пользования растительным миром. Принято решение подготовить и представить предложения о дальнейших мерах по повышению эффективности природоохранной деятельности с разработкой проектов необходимых нормативных правовых актов. Почти 32,5 тысяч тонн мандарин экспортировано в этом сезоне Абхазии. Это немного меньше, чем в 2024 году, однако качество мандарин было на высоте. Наблюдается рост экспорта и других культур, в частности хурмы, фихуа и лимонов. Об итогах цитрусового сезона рассказал министр сельского хозяйства Бислан Джопуа. 32 470 тонн мандаринов было вывезено из Абхазии к концу 2025 года. В 2024 это число было немного больше и составляло 37 600 тонн. Несмотря на такие показатели, сезон считается успешным, поскольку качество мандарин в этом сезоне было намного выше. В отношении экспорта лимонов наблюдается большой скачок. Если в 2024 году было реализовано 431 тонна, то к концу 2025 года это число возросло до 1000 тонн. Такой разрыв в числах связан с резким возрастанием спроса на лимоны и открытием нескольких приемных пунктов. Спрос на лимоны только в этом году появился более-менее, поэтому люди сейчас пока как бы придерживались в основном только мандарин. И многие цитрусовые плантации в виде лимона были уже неухожены. Ну, вот в этом году несколько приемных пунктов по приему фихуа и лимонов, которые вот повлияли на увеличение экспорта этой продукции, произошло у нас в Абхазии именно благодаря этих пунктам. Многие крестьяне из своих садов, вот они смогли собрать, привезти и продать именно в этих пунктах. И поэтому я думаю, что перспектива хорошая именно в цитрусовой отрасли, если в дальнейшем будет так же продолжаться и помощь крестьянам. На повышение качества цитрусовых культур повлияло их своевременное лечение от различных заболеваний и вредителей. Так, сельчанам и крупным производителям было роздано до 25 тысяч литров химических препаратов. Министерством была организована прямая доставка химикатов в местные администрации. Единственное, к сожалению, мы, передавая химикаты через местные органы самоуправления, скажем, на районном уровне, не всегда добивались, чтобы эти препараты доходили до крестьян. Ну, предприятия, понятно, арендованные большие предприятия, бывшие госхозы там. А вот крестьяне, которые составляют почти 40-50% этих насаждений, до них довести немножко проблемно, потому как не все крестьяне или главы села могут прийти или возможность, или приобрести в районе. Поэтому мы в этом году приняли решение в министерстве организовать доставку этих препаратов именно уже в село, то есть в цитрусовые хозяйства, там, где это происходит, с помощью глав местных органов, то есть глав сел. Я думаю, что доступ к этим препаратам уже у крестьян будет лучше. По поручению президента в начале сезона соответствующие службы следили за обеспечением беспрепятственного перевоза цитрусовых культур через границу, а также была зафиксирована цена за перевозку для больших партий мандарин – 11 рублей за килограмм. Эти меры способствовали улучшению ситуации с реализацией продукции. Эта задача практически была выполнена, даже иногда была возможность большие партии перевозить и за меньшую сумму. То есть была возможность у крестьян приобретать эту продукцию, мандарины, от 50 до 90-100 рублей, в зависимости от качества и от сортировки. И поэтому крестьяне тоже получили за свою продукцию хорошую цену. То есть это стимулирует в дальнейшем развитие этой отрасли. Кроме того, наблюдается рост экспорта хурмы и фихуа. Если в 2024 было вывезено 248 тысяч килограмм хурмы, то в этом сезоне вывезли 509 тысяч килограмм. Показатели экспорта фихуа составили 1266 килограмм. В ближайшем будущем несоответствующая стандартам качества продукция будет перерабатываться на месте. В селе Пшап Гулрыбского района заканчивают строительство предприятия по заготовке и переработке цитрусовых культур. На май 2024
2026 года планируется установка нового оборудования, после чего здесь приступят к переработке неконденционного, то есть с небольшими дефектами, товара. Вот по поводу цитрусовых уже можно сказать, что то предприятие, которое в Гудрипском районе ввели в этом году на производство, то есть они начнут уже и перерабатывать тоже. То есть в этом году мы надеемся, что это предприятие начнет перерабатывать некондиционную продукцию. То есть у крестьян уже будет возможность, помимо качественной продукции и некондиционного товара, то есть то, что остается, это где-то 20-30% общего урожая, реализовать за какую-то уже сумму. На 2026 год также запланировано продолжение реализации проекта по изучению общих климатических условий и состояния почвы для выращивания больших площадей цитрусов и орехов. Ирина Богатели, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Адгур Гунба назначен заместителем гендиректора Абхазской телерадиокомпании. Распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба, сообщает Кабмин. Адгур Гунба работает в СМИ с 2010 года. С августа 2021 года по ноябрь 2025 год занимал должность директора Абхазского радио. Сухумский морпорт вступает в новый этап развития. Главная задача проекта по его реконструкции – привлечь местных архитекторов и дизайнеров для создания концепции обновления порта. Разработанную концепцию необходимо представить до конца февраля. Тему продолжит Аманда Пакелия. Главная задача проекта – привлечь местных архитекторов и дизайнеров для создания концепции обновления морского порта. Предполагается сохранить первоначальный облик первого этажа здания, в то время как на втором и третьем этажах планируют обновить внутренний интерьер. Главное для нас это то, чтобы местные архитекторы, местные дизайнеры могли принять участие в разработке концепции того, что в принципе мы можем делать с этим зданием в будущем. Но о реконструкции не идет речь. Здание оно остается в тех же рамках, и его функционал первого этажа остается нетронутым, мы туда не вмешиваемся. То есть последующие этажи, второй, третий и эксплуатируемая кровля, мы будем работать над внутренним интерьером здания. То есть это, по сути, ремонт, это, можно сказать, и реставрация фасадной части, но это не реконструкция. Важно отметить, что на данном этапе проекта бюджет еще не определен. Сроки разработки концепции установлены до конца этого месяца. Участие местных дизайнеров не только поддержит развитие региональной архитектуры, но и обеспечит уникальность нового облика порта, считает Беслан Богатели. Совместно мы работаем и с руководством морпорта, и между собой много спорим, обсуждаем, каким мы можем видеть это строение, как оно в будущем будет работать на город. И поэтому на этом этапе пока мы не рассматриваем какие-либо инвестиции. То есть пока что на энтузиазме работаем. Наши сроки, они примерно до конца февраля по разработке самой концепции. Далее будем ее обсуждать и выносить на рассмотрение обществу. Сухумский морской вокзал был построен в 1978 году на железнобетонной платформе всего в 50 метрах от берега и спроектирован в форме корабля по инициативе тогдашнего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. В течение многих лет порт принимал круизные суда со всего Черноморского региона, а его грузооборот достигал сотен тысяч тонн. В 2019 году порт вновь ожил, приняв российский круизный лайнер «Князь Владимир». Это событие стало знаковым и подтвердило готовность порта к работе с современными круизными судами. Таким образом, обновление Сухумского морпорта будет способствовать не только улучшению инфраструктуры республики, но и развитию важного транспортного узла на Черном море. Аманда Пакеля, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В Общественной палате продолжаются встречи с представителями партий и общественных организаций в рамках подготовки к проведению гражданского форума 12 марта. Очередная такая встреча прошла с представителями партий ФНЕА, АРВА и АНД. Подробности в материале на Алычкинджере.
12 марта Абхазию ждет форум «Диалог, согласие, развитие», проведение которого инициирует Общественная палата. Цель обсуждения ключевых векторов развития страны и выработка единого мнения гражданского общества. Чтобы мы на одни и те же грабли наступали, наверное, нам надо поступательно, потихонечку. Мы уже понимаем, что эта система буксует в каких-то вещах. Да, Общественная палата не прямо точно, она просто обсуждает эту тему и хочет услышать от вас, от всех, каким образом улучшить нашу политическую систему, особенно в законодательной части ее. Продвинуть идею реформы весьма сложно, и я желаю участникам Общественной палаты, представителям общественности, политических организаций прийти к консенсусу по этому вопросу. Да, с нашей стороны поддержка и в дальнейшем и форума есть, и понимание, что это необходимо. До основного форума будут организованы 3 круглых стола, на которых обсудят вопросы демографии, социально-экономического развития и политических реформ. Так, например, в стране уже работают несколько проектов по развитию демографии, а 2026 год объявлен годом села. Сейчас вопрос не столько в сельском хозяйстве, сколько именно имеется в виду сами территории, органы местного самоуправления, их полномочия и как это влияет на решение тех вопросов, которые являются для жителей села приоритетными. Это мы слышим и видим от людей, непосредственно живущих в селах, от тех, кто там являются депутатами местными, сельскими. Их роль, в принципе, вообще сведена до нуля. Мы считаем, что это напрямую связано с состоянием сел. Так как именно вертикаль, именно децентрализация в этом вопросе играет ключевую роль для того, чтобы какой-то интерес, какое-то взаимодействие между жителями, между депутатами этих сельских образований и местной властью на местах было более эффективное взаимодействие. Другая тема круглого стола – реформа политической системы. На встрече будет представлена концепция конституционно-правовой реформы. Приглашенные гости, а конкретно представители политических партий ФНА, АРУА и АНД поддержали инициативу членов Общественной палаты. Что касается конституционной реформы, я так понимаю, что здесь сконцентрировано внимание Общественной палаты на реформе избирательной системы именно парламента. Раз уж и в Общественной палате, и у нас тоже есть четкое понимание, что в ближайшее время следующий парламент будет уже понятно, что будет избираться по старой системе, то, соответственно, я думаю, что останавливаться на только лишь избирательной системе недостаточно, наверное. Она, наверное, не изменит в корне проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Даже сам факт, то, что этот разговор уже идет, сам факт, это уже позитив. Может быть, Бог даст, найдутся в Абхазии светлые головы, патриотично настроенные, которые воспользуются этим моментом и скажут: ребята, может, хватит, может, возьмемся за ум. По итогам каждого круглого стола будет принят документ, который ляжет в основу общей резолюции, который представят к принятию на гражданском форуме 12 марта. Нала Чхинджерия, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение. Центральная часть столицы 4 февраля ненадолго осталась без водоснабжения. Причина – поломка водопровода на пересечении улиц Лакоба и Дбар. На место аварии сразу же выехали специалисты столичного водоканала и наша съемочная группа. Репортаж Яны Шакая. Рано утром горожане, спешащие на работу, стали свидетелями прорыва водопроводной трубы на улице Лакоба. Специалисты водоканала сразу же выехали на место аварии и приступили к ликвидации ее последствий. Причина поломки – изношенность труб, которые сгнили и не выдержали напора воды. По словам главного инженера Сухумского водоканала Мираба Анкваб, здесь необходимо заменить водопровод. Но это здание имеет еще питание с другой стороны. Сейчас мы попытаемся поставить, там стоит задвижка, но она тоже от времени она уже не работает.
поставим этот вентиль, и мы закроем вентиль и будем запускать город. Но сколько это времени займет, вот вы же сами видите, какой напор пока еще здесь, пока-то. Это низкая точка города, и здесь долго будет стекать эта вода. Чтобы временно остановить утечку воды и установить специальный вентиль, пришлось ненадолго отключить город от водоснабжения. По словам Мирабан Кваб, далее специалисты поменяют сгнивший участок трубы без отключения воды. Весь город там пришлось остановить, потому что весь город окольцован. Водопровод города, он весь окольцован. Локальное отключение пока еще невозможно. Но вот где меняется водопровод в городе, вот те кварталы, возможно, будет обесточивать поквартально. Сотрудники водоканала планируют завершить ремонтные работы на пересечении улиц Лакоба и Дбар после 9 вечера. Яна Шакая, Ахрамичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. В четверг, 5 февраля, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 5, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 9 градусов. На этом информационный выпуск Амшек Шара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.